Ведущими сегодняшних дебатов являемся мы, журналисты «Тайга-Пост» Этелина Никифорова и Сергей Сумченко. Но, честно говоря, не знаю, это доверие коллег или все-таки какая-то месть. Так, все-таки сейчас мы приглашаем в студию участников сегодняшних дебатов. Пожалуйста, проходите и занимайте трибуны согласно разыгранной жеребьевке. Это кандидаты в мэра Якутска в алфавитном порядке. Евгений Николаевич Григорьев, первая трибуна. Иван Юрьевич Комаров, пятая. Савва Анатольевич Михайлов, вторая. Евгений Викторович Рябченко, третья. За какой армии? Это какая-то четвертая? Да? Это четвертая. И Виталий Валерьевич за четвертой трибуной. Организаторами дебатов выступает экспертный клуб Якутии. И по его инициативе сегодня здесь собрались журналисты следующих изданий. Якут-Информ, в Якутии, Округ ТВ, Саха-Лайф, Тайга-Пост, Вести-14, Саха-Пресс, Саха-Ньюс, Эхо ЕКТ и Артык. Несколько слов о работе экспертного клуба я попрошу сказать одного из его основателей, нашего коллегу, журналиста Игоря Савинова. Игорь, пожалуйста. Уважаемые участники дебатов, экспертный клуб – это сообщество журналистов, политологов, общественников. Первое заседание мы провели в 2019 году по следам событий в Триумфе. Выработали рекомендации органам власти. К сожалению, обстоятельный ответ получили только из Алтумена. Ну и самые разнообразные мероприятия проводили за эти 2 года. Битва журналистов и блогеров, встречи по следам ярких событий с известными спикерами. Ну, в заключение скажу, что наш экспертный клуб всегда открыт для всех журналистов. Спасибо. Спасибо, Игорь. Я хочу напомнить, что у нас сегодня заключительные дебаты этой достаточно короткой, но напряженной избирательной кампании по выборам главы Якутска. Было уже 6 или 7, по-моему, дебатов. Сегодня ставится определенная точка именно в таких публичных формах. Осталось буквально 2 дня у кандидатов, чтобы довести свою позицию до избирателей. В четверг будет уже день тишины. В пятницу, в субботу, воскресенье, напомню, с 8 утра до 8 вечера будут открыты все избирательные участки Якутска. Тема сегодняшних дебатов – план развития Якутска. Организаторы выработали следующие правила. Первое. Всем кандидатам в ходе выступлений предоставляется одинаковое время, как на вопросы, так и на ответы друг другу. Второе. Очередность выступлений определяется в ходе жеребьевки дважды. Перед началом дебатов она уже проведена, а также перед началом 3-го раунда. Третье. Организаторы просят участников дебатов уважать друг друга, не прерывать выступления, не высказывать резких и оскорбительных замечаний в адрес друг друга и в адрес аудитории. Вдруг появятся такие моменты. В случае нарушения данного пункта ведущий вправе прервать выступление. Ну и сидящих в зале также просим соблюдать тишину. Ну и четвертое. Если участник дебатов получил оскорбительный или экстремистский вопрос, он вправе на него не отвечать. Ну, я думаю, это лишнее, Алина. Все-таки мы все одна команда Якутска, и с выборами жизнь не закончится, нам и дальше ходить по одним улицам. Этелина, ты, видимо, заметила, да, что у нас в этой избирательной кампании идет исключительно мужской клуб. И у меня будет один небольшой мужской вопрос. Отвечать на него не обязательно, если не хотите, и не обязательно объяснять, почему ответили так или иначе. Итак, вопрос. С кем бы из своих соперников вы пошли в разведку? С Евгением. Я. С которым? Еще раз? Рябченко. Да, я бы с Савой тоже бы и с Евгением в разведку бы пошел. По крайней мере, вопросы задаются корректные, без всяких подколов, скажем так, и без интриг, скандалов. Хорошо, спасибо. В принципе, будем считать, что... Другим отвечать типа не обязательно? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, я же говорю, что не обязательно отвечать, раз молчите. Я думал, что... Соперник, с которым я бы пошел в разведку, здесь, к сожалению, отсутствует. Его наша власть храбро сняла и не допустила до выборов. Это Владимир Федоров. Я говорил про соперников. Ну, мысль мне понятна, да? Лучше быть в разведке с человеком, который разбирается в оружии. Тоже хорошо. Он с ружьем, я с луком. Отлично. Не пройдет. Отлично. Так, хорошо. Главный принцип наших дебатов – это
предоставить равные возможности всем участникам и попытаться максимально раскрыть их позиции и личности. Во время вопросов и ответов будет предоставлено определенное время. Пожалуйста, следите за экранами, за таймерами на экранах. За 3 секунды до окончания времени прозвучит сигнал предупредительный, и у вас будет еще 3 секунды, чтобы закончить свою мысль. Итак, первый этап. Вопросы кандидатов друг другу по теме «Ваш план развития Якутска». Первым вопрос задает участник за трибуной номер 1. Вопрос участнику, который находится по левую руку. Итак, вопросы пойдут по кругу. Последним задаст вопрос участник за последней трибуной, участнику за трибуной номер 1. Затем вопросы задаются в противоположную сторону. И первым задает вопрос крайний участник, кандидату по правую руку. И в конце, после круга, он отвечает на вопрос кандидата за трибуной номер 1. Думаю, понятно. Регламент: 1 минута на вопрос, 2 минуты на ответ. Будьте добры, кандидат за трибуной номер 1. Начинаю, да? Добрый день. Включите. Да. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, господа оппоненты. Савва Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы будете работать по реновации жилого фонда деревянного, который не попал в республиканскую адресную программу? Добрый вечер, уважаемые ведущие, дорогие товарищи оппоненты. Спасибо за вопрос, Евгений Николаевич. Хороший вопрос. Реновация, которую мы еще с вашим участием, в том числе в 2019 году, начали поднимать вопросы реновации, потому что наши дома, к сожалению, большинство, скажем, да, из 1000, например, деревянных домов, только больше чем около 120 домов только попали во второй этап федеральной программы переселения из ветхого аварийного жилья. Поэтому по остальным работам, чтобы люди не ждали, мы должны здесь несколько вопросов зайти. Первый вопрос действительно это самая существенная, самая такая реальная, это федеральная программа. Вот мы все знаем, что в эти годы, то есть 21-22 годы, уйдут под расселение 116 домов, например, на строительном округе 306, Сайсарский округ 48, но этого недостаточно. Поэтому мы вместе, окружная администрация, глава республики и федеральные власти вместе должны идти еще по нескольким вариантам. Это вопрос застраивания территорий, договора застроенной территории, да? И третий вопрос это реновация. Есть федеральный законодатель о реновации говорит, регламентирует, поэтому мы регионы, в котором остались деревянные дома, мы можем войти. Действительно, надо взять пример хороший с Москвы, потому что собянинская реновация, конечно, имеет и противников, но больше всего сторонников. И они действительно решили Сталинка, Хрущевки, появляются новые комфортные дома, поэтому мы по реновации действительно должны активно работать с Минстроем, с федералами. И вопрос вообще переселения из аварийного ветхого жилья – это не только вопросы главы города, это прежде всего всех уровней. Только вместе решив этот вопрос, будем решать. Поэтому вопрос такой. Спасибо. Савва Анатольевич, спасибо. Ваш вопрос Евгению Викторовичу. Евгений Викторович, по вопросам полигона. Сегодня тоже, кстати, корреспонденты одного сайта на меня вышли, я ответил, вот пока не знаю, вот статья еще не вышла, что вы ответили и как будем по Вилюйскому тракту 8 километр, планы у властей есть насчет Вилюйского тракта 27 километр, что будем делать, полигон. Есть информация, была сперва информация о том, что до 1 апреля мы закроем старую свалку, которая неделю горела, да, и открыть новый полигон. А сейчас пока из-за того, что мы не получили экспертизу и проект сырой, поэтому этот вопрос опять перемешается в следующий год. Поэтому, Евгений, что скажете по новому полигону? Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, Савва Анатольевич, 27-й километр – это не такая провальная идея, она, в принципе, реализуема. Я думаю, нужно свалку в любом случае переносить туда. Но, когда это делать, не нужно бездумно
вырубать деревья, да, многолетние, которые там растут. Есть такие специальные, скажем, устройства для перевоза многолетних деревьев, да, для пересадки, скажем так их. Вот я бы предложил с 27-го километра, когда будет рекультивация этой территории, эти деревья вывести на нашу первую свалку и засадить ее. И те деревья, которые там на 27-м километре есть, ну, предположим, березы, да, их уже как озеленение перевести в город. У нас в городе в основном тальник и низкорослые деревья, из-за этого у нас кислорода не хватает, и у нас проблема с озеленением. Я вот в интернете смотрел, такие приспособления, в принципе, недорого стоят для перевоза, пересадки, скажем так, крупных деревьев. Во-первых, и преобразится город, у нас будет красивее в городе, будет больше воздуха, и на старой свалке, если мы засадим ее деревьями, будет все-таки экологически более безопасно и лучше. Спасибо. Евгений Викторович, спасибо. Виталий Валерьевич ждет вас вопрос, пожалуйста. Виталий Валерьевич, я вот хотел бы у вас узнать, как вы видите развитие пригородных территорий, тех же Кангаласы, Табага, как вы их будете развивать, так как все про них в основном забыли, потому что у нас в основном идет развитие центра нашего города, и там нет никаких объектов, скажем так, досуга и так далее. Спасибо за... Могу отвечать, да? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо за вопрос. Ну, мне тема пригородных территорий знакома, не только пригород, вообще окраин. Я потому что сам вырос на ДСК, жил на 17-м квартале, потом в частном секторе на Василия Манчара, поэтому для меня это знакомо, я знаю, чем там живут люди, чем они болеют. И да, они не получают достаточно внимания. Много говорится о том, что каждый раз на каждой избирательной кампании говорится о том, что будут поддерживать пригороды, для них разработают специальные отдельные программы, но этого нет. Программы, бюджет администраций пригородных поселений, в общем, маленький, там, по 20-25 миллионов рублей, на него ничего нельзя сделать. Что я планирую сделать? Ну, во-первых, я планирую работать в тесной связке с жителями пригородных территорий. Я создам координационный совет по развитию пригородов. И в него войдут не только представители администраций, но и войдут в него простые жители этих самых пригородов. Активисты, члены каких-то сообществ. И мы будем вместе обсуждать вопросы для их развития. Они просят не так много. Это задача сохранения небольших социальных объектов, задача отсыпки и грейдирования дорог своевременная. Ну и просто они хотят внимания от города. Это первый момент. Второй момент. Я собираюсь увеличить финансирование как округов в целом, так и пригородных администраций. Для этого пойду на сокращение внепрограммных расходов. Порежу очень любимую нашим муниципалитетом программу по развитию этой умной среды, так называемой, когда на интернет списывается чуть ли не третья часть этих средств, которые идут на ЖКХ. За счет этого увеличим объем финансирования. И, кроме того, я сделаю так, что главы округов и главы пригородов будут чувствовать ответственность перед жителями своих территорий. Как я это сделаю? Я внесу в положение пункт о том, что граждане будут вправе создать инициативную группу и, собрав там 5 или 7% подписей от числа проживающих на территории, объявить вотум недоверия главе. И если он неэффективен, если он просто сидит и просиживает штаны, я его буду, как глава города, просто снимать, убирать. Спасибо, Виталий Валерьевич. Слева от вас Иван Юрьевич ждет вопрос. Пожалуйста. Я задаю вопрос. Все, прошу прощения. У нас есть одна большая проблема. Вот город долгое время не мог решить проблему 17-го квартала. Мы ждали, пока зайдут волшебные китайцы, построят там новый район. Там, ну, всем известна эта история с Джодой. В итоге дождались того, что 17-й квартал попал в так называемую 7-ю шумовую подзону аэропорта. И сейчас там нельзя строить жилье. Таким образом, мы не можем туда, например, направить инвесторов, застройщиков, которые бы сносили деревянный жилой фонд и строили новые здания. И есть проблема с переселением жителей из квартала. Как вы предлагаете решить эту проблему? Виталий Валерьевич, спасибо за вопрос. Во-первых, хотел бы со всеми поздороваться. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Собственно, действительно, тематика 17-го квартала, она не новая. Ее уже обсуждали не только сегодня, ее обсуждали вчера, и, по-моему, на всех всевозможных дебатах мы этого касались. То, что на сегодняшний день 17-й квартал у нас действительно, можно так сказать, находится на отшибе, и то, что там выделили некую отдельную зону, ну, я считаю, во-первых, это несправедливо. Несправедливо к тем жителям,
которые там проживают и которые долгое время уже не могут дождаться, наконец, когда мы что-то там осуществим, да. Но также должен отметить, вот когда выносилось это решение, да, каким образом руководствовались, если у нас практически в начале либо в конце взлетно-посадочной полосы, значит, застройщик «Строймонтаж» возвел высотное здание. То есть от этого высотного здания до 17-го квартала несколько километров. То есть о чем мы тогда вообще говорим? То есть какие мы дома собирались строить, если здесь у нас, по-моему, 12-14 этажей, мы, получается, на 17-м квартале не допускаем строительства по причине того, что мы там 30-этажные дома собрались строить? Да нет же, конечно. Я считаю, что все-таки надо это пересматривать в рамках существующих программ, которые у нас есть, и заниматься развитием, значит, нашего города в корне. Как это я говорил вчера, как это говорится в моей программе, о том, что наш непосредственно город в последнее время, он задыхается. Он задыхается от чего? Задыхается от пробок, задыхается от того, что у нас идет точечная застройка. Значит, дома высотки, которые возводятся в последнее время, они ставятся непродуманно в отношении тех домов, которые были построены ранее, ввиду того, что не хватает... Иван Юрьевич, все, спасибо большое. Ваш вопрос, Евгений Николаевич, у нас время. Да, уважаемый Евгений Николаевич, вопрос следующего характера, значит, наверное, все вопросы уже давным-давно обсудили, и что-то новое будет тяжело придумать. Хотелось бы спросить у вас, вот все-таки, что бы вы лично хотели в городе изменить настолько, чтобы действительно наш город на сегодняшний день стал выглядеть как столица все-таки, действительно, столица такого богатого края? Евгений Николаевич, ваши 2 минуты. Да. Иван Юрьевич, спасибо за вопрос. Действительно, изменить нужно многое. Сегодня мы по многим показателям есть потенциал для роста, где нужно наводить порядок. Я бы начал с фундаментальных вещей, которые не совсем видны всем, но от них зависит благополучие в целом нашего города, как города, стоящего на вечной мерзлоте. Я бы решил вопрос с водоотведением. Нам необходимо в городе раз и навсегда разобраться с водоотведением, чтобы обеспечить безопасность многоквартирных домов, которые стоят в вечно мерзлых грунтах, для того, чтобы обеспечить долгий срок службы дорог, и, исходя уже из этого водоотведения, наводить порядок уже на внутриквартальных проездах и дворовых территориях. Также я бы хотел обратить внимание на вопросы, связанные с безопасностью, изменить. Я бы хотел и хочу, и в планах своей программы указываю вопрос, связанный с освещением города. Мы реально выстроили для себя дорожную карту, по которой осветим город. Также я бы хотел сегодня отметить из быстрых побед, которые можно реализовать, это выстроить сеть теплых остановок, пересмотреть маршрутную сеть автобусов, заменить автобусы, убрать эти пазики, сделать новые маршруты, перейти на бруттоконтракты для того, чтобы у человека, пользующегося картой безналичной оплаты, была возможность, как в крупных городах, заплатить один раз и в течение 60 минут совершить неограниченное количество пересадок, что позволило бы совершать более мобильные передвижения по городу Якутску. В дополнение из быстрых побед, которые можно делать уже сегодня, необходимо сказать о нашей программе 3-летней, которую мы запустили. Это программа благоустройства. 3 года мы будем заниматься исключительно благоустройством большей степени дворовых территорий и многоквартирных домов. Спасибо. Спасибо, Евгений Николаевич. И первый раунд у нас предусматривает 2 вопроса и 2 ответа. И теперь, как мы обещали, идем в обратном направлении. Иван Юрьевич задает вопрос Виталию Валерьевичу. Виталий Валерьевич, все-таки, наверное, на сегодняшних выборах все-таки здесь присутствуют более известные личности, соответственно, по сравнению со мной. Хотелось бы получить такой ответ, да? Вы все-таки по своей специфике, профессии, значит, каким образом планируете формировать состав кадровый? Могу отвечать? Да, пожалуйста. Виталий Валерьевич, ваши 2 минуты, пожалуйста. Спасибо. Отличный вопрос. Многие у нас из кандидатов, которые участвуют в выборах, все время говорят, что команда.
Я не веду за спиной команды. У меня нет за спиной толпы людей, которые уже поделили шкуру неубитого медведя, распределили между собой кресла и думают, где я сяду и что буду рулить, когда наш кандидат выиграет. У меня будет совершенно другой подход. Главная проблема сегодня с управленческими кадрами в Якутии, да и в городе Якутске тоже, заключается в том, что сломаны нормальные социальные лифты. У нас большая часть так называемого генералитета, руководителей крупных предприятий, руководителей крупных структур, они назначены туда по принципу лояльности, по принципу преемственности, по принципу земляческих связей. Некоторых проталкивают за партийные достижения, некоторых даже вообще за спортивные достижения. Вот с этим приходится сталкиваться сплошь и рядом. А должны приходить люди, подготовленные и годные по своим профессиональным и личностным качествам. Как я планирую решать этот вопрос? Первое, что я сделаю после выборов, я начну проводить совещания с отраслевиками, строителями, с образованием, с коммунальщиками и так далее. То есть буду проводить со всеми отраслевиками и буду спрашивать не только о проблемах отрасли. Тут значительную часть информации я собрал, много получаю данных на встречах. Но буду еще и просить у них рекомендации о том, к чьему мнению они бы прислушались и кто способен грамотно и компетентно руководить отраслью. Причем очень желательно, чтобы это был, еще раз говорю, не кто-то из нынешнего генералитета, а чтобы это были люди из среднего управленческого звена. Те, кто, с одной стороны, на профессиональном уровне знают все детализированно и великолепно, те, кто, собственно, тащит отрасль, пока там высокие чины принимают решения разной степени адекватности, вот таких людей я буду ставить на руководящие посты, на департаменты, на управление, возможно, в замы мэра. Вот такой план. Спасибо, Виталий Валерьевич. Евгений Викторович, весь во внимание. Пожалуйста, ваш вопрос. Евгений Викторович, я вот смотрю на то, как развивается город, и заметил одну тенденцию. В этом городе принято все отдавать. У города забрали площади, у города забрали предприятия водоканал, у города забирают МУП «Теплоэнергия». Вот при вас уже собираются выставить на продажу МУП аптеки Якутска. Полигон мы отдали республике мусорный, МУП «Жилкомсервис» получил до 30% выпадающих доходов. Собаки мы перекинули на общественную организацию благотворительную. А что вы следующее собираетесь выставить на продажу? Или вообще, может быть, вы остановите наконец эту практику разбазаривания имущества города, профильных активов города и так далее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но на самом деле я продавать ничего не собираюсь, никому передавать. Этот вопрос я не рассматривал. Единственное, что я собирался наоборот доращивать, я предлагал сделать муниципальную управляющую компанию. Естественно, можно и за счет нее пополнять бюджет нашего города, выполняя платные услуги. Да? С одной стороны, это очень, мне кажется, прибыльное дело было бы. И мы усилили бы контроль за выполнением обязательств, да, перед собственниками многоквартирных домов, перед муниципальными квартирами, улучшили бы качество услуг. Поэтому здесь нужно наращивать. Конечно, в определенных сферах трудно найти руководителя, да, предприятия, который бы грамотно бы руководил определенным вопросом. Да, в какой-то мере какую-то часть нужно передавать профессионалам, предпринимателям, которые бы улучшили бы показатели этого предприятия. Тут, видите, дело такое двоякое. Нужно смотреть, что передавать. Я согласен, что какие-то убыточные предприятия, с которыми город не может справиться, нужно передавать, чтобы их раскручивали профессионалы своего дела. А в какой-то мере, на которых может город заработать, это, конечно, нужно городу. Спасибо, Евгений Викторович. Виталий Валерьевич, я не ошибусь, если вы немножко хотели другому Евгению этот вопрос задать. Но пришлось этому отвечать. Евгений Викторович, ваш вопрос соседу справа. Спасибо, Сава Анатольевич. У меня вопрос туризм. Как сделать наш город привлекательным, чтобы увеличить поток туристов? Спасибо. Очень хороший вопрос. Действительно, город Якутск привлекает очень много туристов не только с регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Вот у нас событийный туризм, так называемый, да, очень развит. Вот пандемия помешала. На самом деле, даже во время пандемии очень много гостей. И вот недавно были гости, мои знакомые из Приморского края. Посмотрели, ездили в Ленские столбы, и останавливались в гостиницах города Якутска, посетили Царство Вечной Мерзлоты. Конечно,
есть вопросы по качеству, да, обслуживания. Мы привлекаем национальные кухни народов Якутии, мы привлекаем именно своей уникальностью, даже домами со сваями они фотографируются, потому что, говорят, нигде таких домов нету. Поэтому по развитию мы должны конкретно работать с ассоциацией туроператоров в республике. Событийный туризм — это зима начинается с Якутии, это наш национальный праздник ИСЭХ. Действительно, мы должны поднимать на уровень, на международный уровень. Действительно, мы можем привлекать, например, многие ездят, например, в Крым, Краснодарский край. А почему к нам не как говорится, у нас еще лучше, у нас еще лучшие условия, поэтому имеется в виду климатический интерес большой, поэтому здесь мы должны посмотреть работу гостиниц. Я, например, не сторонник новых гостиниц, там, больших, чтобы там государственные деньги потратились. Инвестор может строить, мы можем здесь помочь. А сами, чтобы там скинулись, там, бюджетные средства тратили на новые там, 5-звездочные отели, мне кажется, нельзя. Тем более у нас есть хорошие гостиницы, нормальные. Просто можно здесь развивать в этом направлении. А так туризм и у города Якутска очень хорошее будущее. Время, Савва Анатольевич. И ваш вопрос Евгению Николаевичу. Ну, вопрос будет сугубо, скорее всего, партийный, потому что я член КПРФ 18 лет уже, да, никогда идеалы не меняю и не буду, и не собираюсь. Ровно 20 лет руководить страной, республикой, городом «Единая Россия». Перед выборами красивейшие слова, высокопарные слова, как будто только появились сейчас, например, перед выборами. Чем занимались? Сколько обещаний было? Все, что говорят, вот, а почему не реализовали, например, 5 лет назад, 10 лет назад, последние 2,5 года? Все же стоит, ничего не меняется конкретно. Постоянное сокращение, 13 тысяч человек уже без работы остались. Что будем делать? Что будем делать именно с безработными людьми, чтобы городские власти, не только республиканские полномочия, я понимаю, занятость, да, городская власть, что будем делать, чтобы молодежь работала? Савва Анатольевич, спасибо. Евгений Николаевич отвечает. Здесь абсолютно логичный ответ. Нужно создавать рабочие места. Для того, чтобы создавать рабочие места, нужно работать над инвестиционным климатом. Нужно сделать так, чтобы сегодня у нас те реализуемые масштабные проекты, они реализовывались с ускорением и открывали новые возможности для трудоустройства наших горожан. У нас есть большие проекты сегодня по ТАСЭР Якутия, у нас есть квартал труда реализуется, у нас намечаются большие инвестиционные проекты, связанные со строительством мостового перехода. Та же программа переселения сегодня у нас возобновит ускорение строительства. Только в этом году мы переселяем 115 многоквартирных домов. Поэтому здесь комплексно подход должен быть по связке с большими проектами. Что касается частного бизнеса. Очевидно, что сегодня у нас проблема у предпринимателей связана с конкуренцией, которую оказывают предприниматели, ведущие теневой бизнес. Сегодня необходимо ужесточить работу по контролю теневого бизнеса, в частности тех, кто работает, не уплачивая налоги, соответственно, добропорядочных предпринимателей вводят сразу в неконкурентоспособные условия. Поэтому поддержка таких честных предпринимателей, возможность их для развития, субсидирование их деятельности позволит открывать новые рабочие места. Город Якутск заинтересован в новых рабочих местах не меньше, чем люди в работе. Потому что по доходной части города Якутска основным источником нашего дохода налоговых является налог НДФЛ, который уплачивает каждый человек, и 40% от него поступает в городскую казну. А также налог с упрощенной системой налогообложения по результатам 2020 года это было 2,2 миллиарда рублей. Поэтому сегодня, стимулируя и помогая работодателям и предпринимателям, город стратегически только выйдет. Евгений Николаевич, спасибо большое. Алла-Верды. Вопрос Ивану Юрьевичу. Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот какие 3 первых территории на карте города Якутска вы выбрали бы для комплексного развития территорий, для строительства? Евгений Николаевич, спасибо за вопрос. Ну, для комплексной застройки, правильно, да, я вас понял? Да. Да, для комплексной застройки, значит, смотрите, ну,
Если говорить именно о комплексной застройке, то, естественно, я бы выбирал те территории, которые на сегодняшний день в первую очередь будут доступны в плане подведения всех необходимых коммуникаций. Почему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день у нас город Якутск имеет очень большие проблемы по части ЖКХ, связанные именно с тем, что все коммуникации очень старые. И когда мы на сегодняшний день застраиваем центр города, где уже коммуникации сложились очень давно, то есть таким образом мы только усугубляем ситуацию. Первое, потому что, во-первых, нагружаем эти системы, как канализационные, так и водопроводные, вот. А во-вторых, соответственно, не даем возможности проводить какие-то ремонты, либо вообще замены. Поэтому, естественно, что я бы взял 17-й квартал, несмотря на то, что есть определенный мораторий, да, но я думаю, что это вопрос решаемый. Взял бы Марху и, естественно, взял бы вектор развития в сторону, соответственно, строительства, где будет у нас проходить строительство моста, то есть в сторону Табаги. То есть там достаточное количество территорий, позволяющее не только, соответственно, строить коммуникации, но и возводить дома, и в том числе, значит, позволяет сделать там широкополосную дорогу, то есть чтобы позволяло, естественно, жителям передвигаться с центра до этих микрорайонов гораздо быстрее. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван Юрьевич. Круг на вас замкнулся. На этом первый раунд наших дебатов завершен. Благодарю всех за выдержанную позицию. Честно говоря, иногда казалось, что мы уйдем из Якутска в какие-то более такие пространные материи, но вернулись мы в город. Спасибо.